Учурда мекенибиздеги көпчүлүк үй бүлөлөрдүн жашоо шарты чет өлкөдө иштөөгө муктаж кылууда. Алардын арасында балдардын туугандардыкына таштап кетип жаткандары аз эмес. Башка бирөөнүн колунда калган жаш балдарды кантип туура тарбиялоо керек? Бул суроого балдар психологу Карлыгаш Акимкулова жооп берет. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан 2016-жылы жүргүзүлгөн изилдөөлөрү боюнча өлкөдө ата-энеси мигрант болуп чет элге кеткен балдардын жалпы саны 33666-ны түзгөн. Анын ичинен 14094-ü кыздар болсо, 19572-си уул балдар. Связь с матерью должна быть у ребенка до года. То есть мама должна быть рядом с ребенком до года. Почему это важно? Потому что ребенок, он такой беспомощный, когда рождается. Он до того беспомощный, что он не может жить без мамы. Представьте, ребенок только родился, год, он только глазки открыл, только-только начал видеть вот внешний мир, и вдруг мамы нету, она уезжает. Что с этим ребенком случится? У него, во-первых, страх. Во-вторых, он сам себя не может ощутить, понять, кто он, что он. Вот, он не знает, как с этим миром разговаривать, как с этим миром общаться. Это безумный страх у ребенка, да? Хорошо, если хорошая бабушка, да, там тайнеси или чоңапасы, жанна отуруп карап, если она понимает этого ребенка, и если у нее есть время, чтобы за этим ребенком смотреть. А зачастую времени этого нет. Потому что тайнесінің башка там жумуштары бар, башка балдары бар, башка немерелери бар, и ал балага анча көңүл бура албайт. А именно до года, хотя бы до 4-6 месяцев, мама всегда должна быть рядом. Для того, чтобы ребенок полноценно психически немного окреп. Чтобы он научился улыбаться хотя бы, да? Он научился радоваться, чтобы он научился плакать, и его успокоили. Понимаешь? Вот такие вот основные человеческие эмоции, чтобы он научился проявлять. Папа нужен ребенку, начиная где-то с 3 лет. Вот его физическое присутствие рядом нужно где-то с 3 лет. Потому что в этот период мальчик понимает, он должен понять, кто он, мальчик или девочка. Потому что вот в садике же с 3 лет отдают в садик, да? И они начинают там, о, оказывается, девочки есть. Девочки говорят, о, оказывается, мальчики есть. А кто я тогда? Дома что только мама? А на кого мне равняться, да? И тогда нужен папа. Что и тогда объясняется, ты мальчик, ты похож на папу, ты будешь как папа. Даже если папы нет рядом, но он где-то далеко, сүйрөтүн көрсөтүш керек. Мына сенин папаң, сен чоңойгондо ушундай болосуң. Папаң сенин мындай, тигиндей, жакшы, он такой сильный, он такой красивый, он такой, я его люблю. Если мама так говорит, то ребенок начинает вот в сторону равняться на отца. Честно надо быть, с ребенком надо быть предельно честно. Не обманывать его. Если скажет, мүмкүнчүлүк болсо, мо майрамдарда келем. Ребенок ждет этого, ждет, мамам келет или хопс, она не приехала. И ребенок что? Оказывается, близкий тебе человек может обмануть, может не приехать, и вот это вот у него закладывается в жизни. Понимаете? Недоверие. Мен келе албайм, мен жумуштан жибербейт. Мен вот эмке там только айда келе алам, или мен только жайында келе алам, там август айында келе алам, да, допустим, 10 күнге, же 1 жумага. И ребенок это будет понимать, это будет ждать, и желательно, чтобы она, если сказала, то приехала, чтобы такого не было, чтобы не приехала, потому что ребенок вот это вот все полгода будет сидеть и ждать. Обязательно нужно подготовить среду, где ребенок останется. Дайындуу кишини табыш керек, чтобы постоянно был с ребенком, чтобы ребенку уделялось достаточное внимание, чтобы с ребенком был человек, который с ним разговаривал, который его воспитывал. Вот если хорошая бабушка, там тайнес чоңапасы болсо, это вообще классно. Если бабушка очень хорошая, она вполне может заменить маму. Если она внимательная, если она чувствует ребенка, когда к нему надо подойти, когда его надо обнять, когда успокоить, когда немного поругать
сказать там тигини жасаба, муну жасаба, тияка барба, бияка барба, да. То есть как полностью, когда заменяет маму, то это, в принципе, неплохо, нормально. То есть в любом возрасте говорить, что я тебя люблю, я по тебе скучаю, мне тоже тут без тебя плохо, я бы очень хотела приехать, но я сейчас не могу приехать. То есть вот эти вот побольше ласковых слов. У нас менталитет такой, что мы очень сдержанный народ. Очень сдержанный народ. Лишний раз я тебя люблю, мы вообще айталбаевс, да? Ну, и вот поэтому есть вот эти замещающие, да, какие-то подарки, какое-то внимание, там, лишний раз позвони, просто балам кандайсын, жакшынбы, курсаң, токпы, это все равно будет проявление любви. Біз антип айталбайбыз, там, башка улуттардай болупчу, біз башкача вот өзүбүздүн сүйүүбүздү башкача көрсөтөбүз. Это ребенку достаточно для наших детей, для наших вот кыргызских детей этого достаточно. Все дети, которых родители оставили, они все будут рано взрослеть, это неизбежно. То есть, если там обычный ребенок в 12-13 лет еще ребенок, он там может себе позволить там еркелеп, там ойноп, там что-то там другие какие-то вещи себе может позволить, то ребенок мигранта уже вынужден все делать сам, сам брать на себя ответственность, сам выживать, сам справляться с трудностями. То есть это раннее взросление. Переходный возраст сам по себе очень сложный. Даже если родители рядом, он очень сложный. Это переходный возраст, когда ребенок из детства переходит во взрослое состояние, становится взрослым. И тогда вот у него резкая критика к родителям. То есть даже если они рядом, у него резко вот эта вот критика к родителям, он все вот эти вот минусы начинает вспоминать, все обиды начинает вспоминать. А если родители еще там, то это вдвойне, втройне больше, да, что он себя чувствует таким вот, что родители такие, да. Он этого, вот это вот нормальное состояние, да, у подростка, когда он начинает родителями ругаться, вот, там, критиковать их, там, что-то там, какие-то вот, испытывать их терпение начинает специально, да, чтобы их взбесить или что-то. Это нормальный процесс взросления, это норма. Это ребенок, это родители должны это просто выдержать, чтобы он в этот подростковый период прожил. А когда родители далеко, кому он это будет все показывать? Некому же, их же далеко, они же далеко, кто ему поможет взрослеть? Тогда он вот это вот, тут тоже вот черты характера, получается, формируются по-другому, если ребенок будет рядом. Он будет более сдержан. Адам канча жашта болбосун ата-энесинин колдоосуна, мээримине, сүйүүсүнө муктаж. Өзгөчө жаңы төрөлгөн ымыркайлар, жаш балдар ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип, балдарын таштап, чет жактарга жумуш издеп кетүүнү учурдун талабы деп түшүнсөк болот. Алыста жүрүп да балаңызга колуңуздан келишинче мээрим, сүйүү тартуулоого аракет кылууну сунушташат психологдор. Муну менен балаңыздын келечегинин курулушуна салым кошкон болосуз.